Так, похоже, за пару дней, что нас не было, вода еще сильнее упала. Вот этот остров капитальнее поднялся над водой. Ну что, поехали кататься. Вот так. Ну что, Валерий Батькович, пару дней прошло, как думаешь, там хоть 5 штук попало нам карасей? Очень бы хотелось. Я не могу сказать, что большую посуду взял, я 5-литровое ведро взял. Это я оптимист? Посмотрим. Еще пакетики есть. Военную тайну выдаешь. Ладно, грузимся. Первым делом, моторчик. Ух, мелочь пузатая. Там глубже. О, ни хрена. Подсос. Ну, едем. Причалю, не буду заезжать в залив. Ну, осталось посмотреть, что нам попало. Уток в этом году много было, и везде вон топтались утки. Толпами прямо. Вон перепонки их не видны хорошо. Ну, хороший год для них, ладно, хорошо. Валерий, а тут еще интересный след. Вдоль реки животина какая-то такая. Очень похоже, что это волк пробежался. Больно крупный след. Собаки есть. Собаки-то есть, но очень далеко от поселка. Ну, лодочка, пока мы тебя закрываем. Оставляем, в смысле. Ну, по твоим следам хорошо идти. Видно, не надо рыскать и искать. Сразу попадаешь. Во, тут мы выдру смотрели. Ну, лужок, встречай нас. В 6 часов утра я смотрел, там было плюс 20 градусов, а сейчас, по-моему, жарче и жарче. С каждой минутой становится. Ой, дай нам, Боже, пережить эту жару и духоту. Помнишь, в прошлом году на Черемуху приезжал этот квадроцикл? Тоже смотрю, приехал. Вот это не было. Да. Во-первых, вот след. И причем он приезжал и уехал, потому что трава в ту сторону. А самое главное, блин, опять браконьерничает, деревья рубит. Квадроциклами пенсионеры не ездят. Молодой, блин, и уже поганец. Пилой, что ли, пилила? Ну, механизированные ребята, точно пилой сбацали, погубили. Интересно, на сколько лет этих не товарищей хватит. Все уничтожат, а потом, блин, рыдают, что тайга пропадает. Говнюк называть нельзя, вроде как не этично, просто редиски. У этого транспортного средства след елочка. Интересно, что это было? Квадроцикл или какой-нибудь машина усовершенствованная? Квадроцикл, я думаю. Ну да. Ну что, Валерий Батькович, сделаем ставки, кто угадает лучше. Сколько, думаешь, попало? 3 штуки. А, По русскому обычаю. да. Ну давай. Я делаю ставку на 4. Ну, давай. Палка на месте.
Я, конечно, могу ошибаться, но что-то мне кажется, что вода на озере тоже упала, как и на реке. У тебя палка, я смотрю, поверх воды, а ты вроде в воду писал. У меня тоже ощущение, что вода на этом озере упала. Интересно, почему? Родники перестали подпитывать. Испарилась. Тут тина столько вылезла. Ну, осталось посмотреть. А ты заметил, вчера мы подойти не успели. Плещ, 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 буль, буль. А тут никакого булька нет. То ли попали, то ли то, что было, убежало. Водяного слишком напугали. Напугали, да. Ну, у меня фотоловушка поставлена, посмотрим. Куда без антикомарина? Что это жара на комаров слабо действует, а? Ну что? Ну, на этот раз я проволоку взял и еще кое-что взял, пока не скажу. Не знаю, пригодится или не пригодится. Не скажу, что 5-литровое ведро взял. Ну, я пошел. Так. Ой, ой. Наверное, палочка с крючком нужно было ветки вытягивать, нет? Так, достать. Достаю. Так. Ну, сейчас проверим, лапник пригодился или нет. Пару веточек у елки. Вчера, ой, пару дней назад сломал. Ну, давай. Барахтания пока не видно. О! О! Так, чобот кверху поднимаю. Валерий. Что-то плескается. Плескается. Да, это авторитетно вроде плескается. Что-то у меня подозрение, что 5-литровое ведро взял, что близко заполнится, пару дней. Неужто под куст они в прошлый раз все собрались, бултыхались? Ну, показывайте, что у вас там. Ну что, поехали на берег. 5 литров нету. Литра 3. Ну, значит, ты точнее угадал. Жалко, не на пиво поспорили. Так, ну ладно. Давай сейчас за ведром схожу. За ведром это куда? До водки, что ли? Шутишь до лодки? У меня в рюкзаке 5 литров. Какую-то лягуху. Да. Это одни караси или другие рыбы какие-нибудь? Ну, по-моему, одни караси. Караси и одни. Ну и хорошо. Замечательно. Блин, подсадишь немножко не то. Караси, одни караси. Ну и ладно. Что они? Орангутанги, что ли? Ну тут карасики большие не бывают. Поедят. Ну этот шест мы оставим, что его таскать. Ой, я воткни где. Около дерева воткну. Я в прошлом году пробовал сетями ловить, а в этом году попробую морду кинуть на начало зимы. Ну, стой здесь. Фу. Ну, если это вчера, ой, 2 дня назад караси бултыхались, то на фотоловушку, конечно, ничего не попало. Ну, надеюсь. Ой. Надеюсь, выключил.
Оф, выключил. Окей. Ну, надеюсь, какая-нибудь живность попала. Так. Эту корягу тоже подальше выкину к берегу. Хаба! Ой, чуть плечо не вывихнул. И кто же попал нам на фотоловушку? За 2 суток наша фотоловушка сработала 67 раз. Из них 62 раза среагировала на качающуюся от ветра ветку. Бывает. Правда, не совсем понятно, почему фотоловушка, которая должна реагировать на движущееся теплое тело, реагировала на ветку, которая находилась в тени. 4 раза среагировала вообще неизвестно на что. На кадрах тишина и спокойствие. Ничего не двигается, даже медведь не проплывает. Одну запись фотоловушка сделала ночью, и опять непонятно, что она тут увидела. Одно радует, что вместе с веткой временами попали и булькающиеся наши караси.